Доброе утро всем зрителям, кто начинает свое утро вместе с телеканалом Якутия-24, программой «Утро Якутии». И мы рады приветствовать вас сегодня в этот особенный день. Да, мы желаем всем прекрасного, доброго утра. И, как всегда, говорим вам с телеканала Якутия-24 прекрасного, всем хорошего настроения. Ну, а тем более сегодня, потому что мы неспроста сегодня такие нарядные. У нас сегодня новогодний эфир. Это правда. Впервые за долгое время мы все четверо собрались в студии в одном эфире. А все потому, что завтра Новый год. Ну и сегодня последний день, чтобы все успеть, подготовиться и настроиться на чудо. И мы будем делать это вместе с вами. Все наше утро сегодня одна большая подготовка к празднику. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Мы зададим вас прекрасным предновогодним настроением и настроем на будущий успешный год. Ну а чтобы это все вот так получилось и так красиво случилось, как ты говоришь, конечно же, мы много всего подготовили. Поэтому оставайтесь с нами, еще раз повторюсь, и будет вам новогоднее счастье. И начнем мы, конечно, с главного символа наступающего года. Не дракона, как, возможно, кто-то еще до сих пор, может быть, думает, а красной огненной лошади. Поэтому неспроста наш первый сюжет пойдет о лошади, но не простой, а самой морозоустойчивой и удивительной – якутской. А вы знаете, чем она отличается от всех остальных? У меня, например, ассоциации с лошадьми – это просто красивые, грациозные животные, как в мультике «Спирит». Да, ну а, кстати, лошадь, она в Якутии это очень почитаемое животное, так что для якутян, думаем, 2026 год будет особенно удачным и, скорее всего, даже прорывным, потому что лошади обладают таким эффектом, да, быстро взять, скакнуть галопом и преодолеть препятствия. Согласен с Павлом. А якутская лошадь подробнее в нашем следующем сюжете. Лошадей якутской породы видно сразу. Пушистые, коренастые, малорослые, с большими круглыми животами и короткими ногами. Благодаря подшерстку и длинной шерсти они не боятся лютых морозов. Якутская лошадь отличается от других пород тем, что хорошо приспособлена, адаптирована к экстремальным условиям. Амплитуда, колебания, значит, это температура у нас где составляет где-то 90 градусов, скажем так, 80 градусов, 50 зимой и 30 летом. Якутская лошадь – аборигенная порода и обитает в основном в Якутии. Поэтому за пределами региона о ней долгое время знали немногие. Потомственный коневод Дугуйдан Винокуров решил этот пробел исправить. Хотим зафиксировать максимальные минуса, то есть, и показать тоже миру, то, что якутская лошадь может ехать во всех. И это ему удалось, причем дважды. В первый раз он со своим напарником доехал до Москвы, а второй в одиночку совершил конный переход из Аймекония до поселка Сеймчан Магаданской области. Дорога заняла около 6 недель, а температура опускалась до минус 58 градусов. Лошади и человек доказали, что и это им по силам. А жители других регионов страны узнали, что есть такие уникальные животные. Ну а для самих якутян лошадь – это в первую очередь помощник в хозяйстве. Якутская лошадь самостоятельно возит заготовленный хозяином лед. Место заготовки льда находится в 3 километрах от села. Хозяину достаточно дать команду «хат», и лошадь отправляется по известному ей маршруту. Мохнатые, выносливые, мощные, якутские лошади учат нас стойкости и умению радоваться в жизни даже в суровые холода. Пусть их стойкость вдохновит вас прожить Новый год с верой и смелостью, не останавливаться перед трудностями. Потрясающие, конечно, животные, потрясающие путешественники решиться в зимний период на лошади. Тут не то, что на лошади, ты, по-моему, на автомашине не решаешься такие подвиги совершать. Давайте поверим, что в следующем году мы любые цели также достигнем. Это удивительно на самом деле, потому что животное, которое выносит такие морозы, это воистину редкость, это просто что-то нереальное. Уникальный регион, уникальные животные. Все верно. Поэтому в 2026 году желаем вам такой же стойкости и такой же целеустремленности. И такой же грации. Ну а тем временем, конечно же, мерцание, гирлянды, запах мандаринов, советские фильмы и коробка со старыми, но очень важными игрушками. С этими образами у многих из нас ассоциируется, конечно же, Новый год, в частности, Новый год нашего с тобой, Паша, детства. Да, потому что в СССР и в постсоветское время новогодние украшения были не просто декором, а настоящим
отражением эпохи, ее идеалов и устремлений. И сегодня ретро-игрушки переживают второй пик популярности, становясь желанным объектом для коллекционеров и модным элементом праздничного декора. И вот если вспомнить, опять же, возвращаясь в детство, когда их доставали, эти игрушки, на них так смотрелось, как будто вот они старые, что-то новенькое. А сейчас, да, вот оно все возвращается. Никогда однозначно не судите ни о чем, потому что однажды оно может стать трендом. И с одним из коллекционеров встретилась наша коллега. До сих пор на них не могу найти информацию, когда они были созданы. Но факт то, что девочка в русском комплекте и девочка в якутском комплекте. Это очень-очень символично. Такого рода раритеты, конечно, сегодня большая редкость. Но игрушки советской поры, с которыми связаны самые теплые детские воспоминания, у современных бабушек-дедушек и даже мам и пап еще можно найти в любой домашней кладовой. Самыми стандартными игрушками были шары, но в дальнейшем, когда стали развивать производство, появились персонажи с наших литературных произведений, кинофильмов. Например, после цирка появились клоуны, собачки, обезьянки. Но в каждой коллекции самым желательной игрушкой было изображение Деда Мороза. И обычно их было мало. Там Мальвин, Хоттабыча, Деда Мороза, их раскупали быстро. И поэтому это были дефицитные игрушки. Новогодняя пора у Надежды самая любимая, еще и потому, что в начале января у нее и старшего брата дни рождения. Вспоминает свою первую большую профсоюзную елку для детворы. Именно в январе 2 числа родился мой старший брат Сергей. А спустя 6 лет, 3 января, родилась я. И, скорее всего, вот на этой елке мы запечатлены с братом и с родителями, наверное, только потому, что мы как раз самые те дети, которые родились после Нового года. Я была ребенком очень таким тихим, и для меня вот наличие большой елки профсоюзной, где никого не было, где сверкала елка, и был запах мандаринов, это было такое необычное впечатление, что я не хотела никуда идти. И потом вдруг распахиваются двери, в зале было как бы полутемно, елочка горит, а из коридора яркий свет. И тут прибегает: «Надя, ты почему тут сидишь? Пошли за подарками». Я говорю: «А зачем? Мне тут хорошо». Нет, а подарки-то вручали каждому ребенку. В коллекции Надежды игрушки советской поры, начиная с 50-х годов. Каждая отражает те или иные этапы развития СССР. Например, в 60-х появились игрушки в виде луковицы или кукурузы. Чуть позже популярными стали формы на космическую тему. Здесь тем, что у нас шла особая продовольственная программа, чтобы каждый человек имел полноценное питание, то и игрушки стали у нас появляться с предметами, как бы продуктами. Вот лук. Ну, грибы – это традиционное питание у сельских жителей. Морковка, яблоки, огуречики – это все делали ватными, и их обычно делали по 2 штуки из такой петелечки, которую очень легко было крепить. Сюда мне в коробку не влезла сарица сельхозпродукции. Это сарица полей, кукуруза. Наличие футбольного мяча – это, конечно, пристрастие наших старших братьев, родителей, имеется в виду дедушек и пап, футболом. Конечно, не обходилось и без милых игрушек детства. Это мячики. 60-е годы, развитие космоса. И, естественно, вот эти дирижабли, то, что напоминало нам космические корабли, и появляются игрушки, которые имеют узор в виде кругов. Многие коллекционируют Дедов Морозов. Самые ранние, они относятся к довоенной поре или после Великой Отечественной войны, выполнены вручную из ваты и гофрированной бумаги. Дед Мороз всегда – это наличие мешка, в котором были подарки. Кушак был всегда красный, и шапочка тоже наверху была красного цвета. Обычно Дед Мороз имел очень такую красивую окладистую бороду и наличие большого объемного воротника. Это образ наших почтовых служащих, которые перевозили почту. Именно в такой форме одежды они передвигались по нашим заснеженным просторам страны. Украшая елку такими игрушками, это еще один повод рассказать историю вашей семьи, вашего рода детям через дорогие сердцу новогодние игрушки.
Ну и теперь самые заветные слова. Елочка, зажгись. Все, чудо произошло. Юлия Михайлова, Аэлита Махно. «Утро Якутии». По-настоящему тепло от этого сюжета, ну, по крайней мере, мне стало, да, но я отчетливо помню вот советские игрушки, особенно продолговатые рыбки, у которых уже вот эта блестящая сторона обсыпалась, они были прозрачные, но все равно почему-то мы их вешали. Вот гирлянду помню, у которой, если одна лампочка перегорела, ее можно было заменить и потом дальше продолжить. Вот как-то, знаете, ну, воспоминания приходят и действительно становится тепло. А мне вот в конце зажгли елку, я понял, почему я действительно скучаю из вот старых украшений, это звезда на елке. Вот прям красная, да. Вот это вот. Пластмассовая звезда, Да, с которая отдельной вилкой вот включается. этой советской старой, которая еще не в современной Но они, кстати, продаются. Продаются? Да, они продают. Ну, не такие, конечно, пластик другой, а в остальном они Но они такие продаются. такая сочно-красная. Это прям Я на самом лампово. деле вспоминаю вот это ощущение, когда вот еще, знаешь, бабушкины, помнишь, коробки такие старые, это все открываешь, и как сокровищность, все блестит, все стеклянное, все это в детстве перебираешь. Ну, это Сейчас было уже такого волшебством, ощущения, да, по сути, сейчас такого настоящим. ощущения почему-то нет, и все равно пластик, это не стекло. Вот я вот начала собирать стеклянные игрушки, поняла, что вот что-то в этом есть. Прям такое особенное. На осязание, да? Нет, значит, на сам факт, что это что такое хрупкое, знаешь, как настроение. Волшебное. Берешь, да, волшебно, сразу переживешь. аккуратно к этому Да, к этому отношение аккуратно другое. относишься. А я так, шарик, ой, упал, ну покатился. Догонит там кто-то, кошечка, собачка. Ну, кстати Понесут. говоря, сегодня новогодние игрушки, особенно стеклянные, это отличная идея для новогоднего подарка, потому что, действительно, если передавать его из поколения в поколение, то это может стать даже некой семейной реликвией, то есть подарок на долгие годы. Вот еще одна идея, чем заняться в следующем году. Коллекционирование. Кстати говоря, о подарках, Женя, ты уже подготовился? Ох, это больная тема на самом деле. Все, как обычно, мы откладываем на последний момент, но, тем не менее, по чуть-чуть уже что-то формируется. Вы знаете, Новый год, пожалуй, такой праздник, когда подарки мы можем выбрать сами, написав письмо Деду Морозу. Я знаю, сегодня у нас будет сюжет про это, но вот я, например, загадал что-то очень большое, интересное, и буду надеяться, что Мне оно интересно, произойдет. как родные и близкие вылавливают это письмо где-нибудь, Вот это чтобы загадка. поспособствовать приобретению. Когда вылавливают у детей, это понятно, тайком как-то прочитал, Да. посмотрел, письмо принес в магазин, показал продавцу. А вот когда пишет письмо Как взрослый... ты относишься к сертификатам вот в этом отношении? Вот есть- с одной стороны вроде хорошо, да, то есть решает все проблемы, ты Да. подарил сертификат, а с другой стороны вот как-то это обесценивает подарок. Да, Вероник, ты знаешь, сертификат решает проблемы дарящего, на мой взгляд. То есть это не совсем удобно, потому что как всегда гораздо приятнее получить яркую, красивую, нарядную коробку. Пусть даже в ней будет что-то незначительное, но это будет подарком. А сертификат — это ведь бумажка, пусть она будет яркая, но, на мой взгляд, немножко бездушная. Всегда приятно, когда коллеги разделяют твое мнение. Но давайте узнаем. Мы так хотели узнать, что же, о чем мечтают наши горожане, о чем мечтают окружающие в этот Новый год, и, может быть, почерпнуть у них идеи. Поэтому провели опрос на улицах нашего города и узнали, о чем же думаете вы, дорогие телезрители. Что бы вы хотели получить на Новый год в качестве подарка? Диван. Да, диван хочу получить. Компьютер. PlayStation 5. Нет, для меня самое главное, чтобы дети мои были здоровы. А остальное мне как-то подарки уже особо мне и не нужны. Главное, наверное, чтобы дети здоровы были, бабушка здорова была. Вот это самое важное, наверное. Честно, не знаю, даже не думала об этом. Но, наверное, что-то ручной работы или какой-нибудь местный бренд, что-нибудь такое прикольное. Я бы хотел получить себе телефон новый Еще что-нибудь? и новогоднее настроение. Поездку куда-нибудь, наверное, в теплые страны. От мужа хотела бы получить. Отдохнуть от нашей зимы. В качестве подарка я, например, очки. А я ничего не хочу. Мне все есть. Новогоднее счастье. Ну, и денег, да. Что бы вы хотели получить в подарок на Новый год? Деньги. Сколько? Много. Еще что-нибудь? Деньги. Ладно. Больше ничего не надо. Любовь к самому себе, наверное. Отлично, еще что-нибудь? Если в физическом, то, скорее всего, просто крепкие объятия. Игрушку
Любую. Любую. Ну, вот абсолютно разный спектр того, что люди желают обнаружить под елкой, даже если это как-то образно, да, под елками, получить в подарок. Ну, как бы от объятий, да, до PlayStation 5. Поэтому просто пожелаем, чтобы у всех их мечты, да, их загадки, они обязательно исполнились. Но вообще, конечно, зачастую самые приятные воспоминания про Новый год — это, конечно, письмо Деду Морозу. Ну, не знаю, это отдельный ритуал, в который верят не только дети, но и взрослые. И вот в целом вообще мечты, надо сказать, бывают на Новый год самые разные. Да, и, кстати говоря, про письмо. А ты письмо написала? Ну, я уже как-то давно не пишу. Ты уже не пишешь. Ну, век цифровой, да, мы все на компьютерах набиваем, ничего не пишем. Ну, а в целом, если говорить серьезно, то даже как традиция, это очень полезная вещь, потому что если привлечь сюда и притянуть какой-то вопрос визуализации, мы свои мысли прогоняем через голову в руку и записываем, и даже если не через Деда Мороза, то вполне себе такое желание может осуществиться. Ну, а вообще ежегодно в декабре работу начинает новогодняя почта. В Якутске отправить письмо Деду Морозу можно на главпочтампе, где установлен специальный ящик для сбора писем. Дети, а иногда даже порой, как мы уже говорили, и взрослые, пишут письма, шлют открытки и отправляют свои рисунки. Самые маленькие свои мечты рисуют для сказочного персонажа. Ну и в Новый год под елкой каждый малыш обязательно найдет свой подарок от Деда Мороза. Вместе малышам Тее и Тимуру никогда не скучно. Они очень дружные и веселые, нежно заботятся друг о друге. А Дед Мороз в прошлом году приходил к вам? Нет. Да. Приходил. Угу. Подарки какие-то принес, да? Да. Что он тебе подарил в прошлом году? Собачку. Дед Мороз, да? Собачку подарил? Хорошая собачка? Дед Мороз? Пока дети только знакомятся с азбукой, поэтому свои мечты они рисуют. Тея, возможно, в будущем станет художницей, уж очень любит рисовать. Посмотрите, какая получилась у нее кошечка. А что ты нарисовала? Что ты хочешь от Деда Мороза получить в подарок? Котенку. Какого котенка? Белого и пушистого. А вот кто у тебя еще там нарисован? Русалка. Вот тут написано русалка, а тут котенок. Понятно. А сколько тебе лет, Теечка? Расскажи про себя. 5. В лесу родилась елочка, знаешь песенку? Давай, спой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая бела. Какая у тебя там любимая подружка? Про нее расскажи. Ява и Лея, привет. Тимур в семье средний ребенок, очень скромный. От всего сердца хочет поздравить Деда Мороза. Здравствуйте, Дед Мороз. Меня зовут Тимур. Я живу в Якутске. Я хочу подарить тебе подарок рисунку Чурекса. Ты Деду Морозу хочешь подарить подарок, да? Да. Рисунок свой. У папы в своей семье есть только одна сестренка, а мама и вовсе единственный ребенок в семье. И вот мы решили, что мы будем многодетными. Старший сын Таир в 3 классе учится, и Тимур и Тея вот в садике ходят, Светик-семицветик. Конечно, ждем Новый год, все, Деда Мороза, всей своей семье. Хотелось бы пожелать здоровья, счастья, успехов, чтобы жили в достатке. И всем-всем-всем всего наилучшего. С готовыми посланиями всей семьей Хабаровы направились в главпочтамт, где установлен ящик для приема писем Деду Морозу. Все письма, открытки уйдут в сказочную резиденцию зимнего волшебника, расположенную в Великом Устюге. Письма можно отправлять до конца декабря. Все точно дойдут до адресата. В нашей республике письма попадают в очень надежные руки. Их может прочитать и даже наш якутский повелитель холода Чисхан, то есть брат Дедушки Мороза. Такая акция у нас проводится ежегодно. Детки со своими родителями приносят письма, опускают в почтовый ящик, и мы направляем их к Деду Морозу. Рисунки детей родители кладут в конверт, подписывают. Все делают вместе. Посмотрите, сколько писем, и все для Дедушки Мороза. Приходите, опускайте свои пожелания ваших детей в наш почтовый ящик.
И осталось самое главное – опустить оба письма в заветный ящик и ждать Нового года. Юлия Михайлова, Стас Потапов. «Утро Якутии». Ну, это, кстати, может превратиться в такую замечательную традицию, да, то есть вместе писать письмо Деду Морозу, вместе ходить на почту, его отправлять. Ну, а для тех, кто до сих пор еще не может выбраться из офиса, да, напоминаем, что почта у нас тоже перебазировалась в онлайн, и у них есть и возможность онлайн отправить письмо Деду Морозу. Современное время требует современных решений, в том числе и в плане заказа подарков. Ну что ж, с подарками и желаниями мы определились. Теперь другой важный вопрос, который, на мой взгляд, больше касается женской половины человечества. В чем встречать праздник? Ну, это тот намек, что они наконец-то купили себе пижамы и уже готовы встретить Новый год в них. Нам все проще. Да, мы заметили. Вы, видимо, очень вместе ходите по магазину, судя по цвету одежды сегодня. Ну, это отступление, на самом деле, особенно актуально для тех, кто хочет встретить Новый год как в чем-то особенном. Откладывает этот вопрос до последнего момента, не знакомился с гороскопом. Там тоже очень много советов, в каком цвете, какой структуры, что мода в этом году, как создать эффектный образ без лишних трат. Смотрим советы от стилистов и визажистов. Выбор новогоднего образа – задача не из простых. Необходимо учесть и место праздника, и настроение, и чтобы в кадре выглядеть безупречно. Особенно, если не хочется покупать обновку на один вечер. Стилисты уверены, шик не в новой одежде, а в деталях. Если вы не готовы приобретать новый наряд, то просто попробуйте освежить свой сет аксессуаров. Я бы рекомендовала вот такой многоярусный вариант с жемчугом. Он идеально подойдет под любые белые блузы в сочетании с любыми воздушными тканями, материалами и отлично подчеркнет градус праздничности, потому что одна жемчужная нить для праздника мало. И еще один вариант, такая вот интересная сумка. Кстати, подобного рода пайетки, объемные пайетки, это сейчас один из трендов, это такие юбки с большими пайетками, платья. И здесь у нас такая с вами серебряная сумочка, которую мы носим с вами через плечо в этом сезоне. Ровно туда, кажется, заходит телефон, карточка и все, что нужно. Смотрите, даже самый простой черный аутфит с такой сумкой становится ярким и интересным, его хочется разглядывать. А если вы встречаете Новый год дома, это не повод для старого халата. Идеальная альтернатива – стильный комбинезон или элегантная пижама из благородной ткани, бархата, атласа, шелка. Удобно, модно и красиво. И самый комфортный образ – это, конечно, для проведения Нового года с семьей дома. Мы выбираем максимально комфортные аутфиты. Это может быть одежда, похожая на домашнюю эстетику, пижамный стиль, так его еще называют. Сейчас это очень популярный стиль, который можно внедрить потом и в повседневный гардероб. Или же продолжать носить данный костюм дома. Это свободные летящие брюки и такая вот свободная рубашка. Если честно, я такое рекомендую каждый год, потому что это беспроигрышный вариант. Конечно, модные свитера с оленями тоже интересная идея, но я думаю, что он, скорее всего, у вас уже есть. Такой костюм – это отличное вложение для того, чтобы провести Новый год в домашней атмосфере. Еще один интересный вариант для проведения Нового года. Я рекомендую такой образ использовать на встрече с подругами, возможно, на какой-то клевой, классной, яркой, интересной вечеринке. Здесь у нас хорошие такие классические черные брюки с атласной лентой в сочетании с корсетом в красном цвете. А завершат любой образ – укладка и макияж. Неважно, вы встречаете Новый год дома в пижаме или идете в ресторан в нарядном платье. Праздничный макияж и прическа творят чудеса. Начните с подготовки кожи и нанесения тонального средства. Самое главное в макияже – это естественный тон. Если тон красиво нанесли, то можно и сильно не краситься. Если тон где-то там остается печатки, да, если где-то не нанесли до конца, то, естественно, это будет смотреться грязно и некрасиво. Для новогоднего образа выбираем только один акцент. Сегодня будет это блески на глазах. Это самый быстрый и эффектный прием. Секрет элегантности – правило одного яркого пятна. Либо выразительные глаза, либо губы. Так вы избежите перегруза и создадите гармоничный завершенный образ. Прическу можно сделать максимально простой. Накрутите легкие локоны с помощью плойки или сформируйте небрежные волны с помощью бигуди. И не забудьте про цвет удачи. Главный цвет этого года – красный. Считается, что именно он притягивает удачу в новом году. Включите
Включить его в образ можно точечно, через яркую помаду, эффектный пояс или даже уютные красные тапочки. Но как бы вы ни выглядели в эту волшебную ночь, самое главное в вашем образе – это ваше хорошее настроение и улыбка. С наступающим Новым годом! Замечательный образ получился у девушки, да, ну и потрясающее красное платье, конечно, это такой яркий акцент. Ну а для тех, кто, возможно, спустя какое-то время может забыть, в чем же, в каких цветах лучше встречать Новый год, небольшая подсказка. Запомните, год огненной лошади, а значит все красное, все оранжевое, то есть яркое, огненное приветствуется, да, это будь то в одежде, будь то на столе на вашем, да. Ну а все, что может потушить нашу огненную лошадь, ну, допустим, это холодные оттенки, голубой, синий и так далее, лучше не стоит вносить в свой гардероб новогодний, либо использовать в декоры. Легкий намек от Даши, что вам нужно сменить костюмы. Увы. Я в целом водный знак по гороскопу, поэтому там мне уже во что не надевайся. На самом деле, вот тема про красные домашние тапочки очень хорошо, мне кажется, будет воспринята, потому что это и, с одной стороны, предмет необходимого цвета, и домашний уют, который должен быть в каждом доме. Не, ну красный — это всегда признак Нового года, такой красная звезда, да, красные шары, красные банты на подарок. Ну, даже у нас бантики на елочке тоже красные. Дед Мороз опять-таки да, в красном одеянии. Дед Мороз красный, поэтому, мне кажется, красный есть точно у всех. Загляните в свой гардероб, вы найдете что-нибудь, если не успели приобрести наряд. Ведь главное не наряд, а хорошее настроение. У Снегурочки, получается, не очень год будет, да? Она же обычно Снегурочка в голубом. А у нас будут санточки. Отлично, но продолжаем тему красоты. И какой же Новый год без красивого нарядного стола? Именно он становится главной сценой для нашего праздника, местом, где горят свечи, сверкают бокалы, конечно же, пахнет мандаринами и собирается самое дорогое. Это ваша семья, друзья, разговоры и мечты о будущем. Но как вот превратить повседневную сервировку в праздничное чудо, которое порадует глаз и создаст особое настроение? Вот секреты идеальной новогодней сервировки в нашем следующем сюжете. Доброе утро! Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. И как раз мы сегодня говорим о сервировке новогоднего стола. Для начала мы определяемся, сколько у нас будет гостей. Затем мы выбираем стол нужного размера. На человека ориентировочно берете 50 сантиметров в длину стола. Затем подбираем столовое белье, скатерть, дорожка, салфетка. Они могут быть разной текстуры, из разного материала. Желательно, чтобы выделить 2-3 оттенка. В нашем случае мы используем белую скатерть универсальную и подбираем глубокие тона зеленого цвета, дорожка. Здесь у нас текстура бархат и салфетка белого цвета в тон скатерти. При выборе салфеток обращайте внимание на размер салфетки. Это может быть от 30 сантиметров до 50 сантиметров. И очень хорошо спасает кольцо для тех, кто не умеет складывать салфетки. Подбираем столовую посуду. Это тарелки. Тарелка для подачи основного блюда, тарелка для подачи закусок. И в данном случае у нас тарелка для подачи основного блюда будет как сервировочная использоваться. И на нее мы ставим сверху более мелкого, маленького размера тарелку. В данном случае это пирожковая тарелка, и мы ее используем как закусочную. При выборе приборов нужно учитывать цветовую гамму вашего стола. Можно выбрать матовое золото, можно выбрать нержавеющую сталь, также серебряные приборы. Когда мы сервируем стол приборами, обращаем внимание: нож справа от тарелки, лезвием к тарелке, 2 пальца от края стола. Вилка зубьями вверх с левой стороны от тарелки и также 2 пальца от края стола. После выбора столовой посуды, приборов, мы выбираем стекло, то есть стеклянную посуду. Стеклянная посуда используется для бокал для шампанского, бокал для красного вина, бокал для воды и рюмка для крепких напитков.
Когда мы выбираем посуду, нужно нам определиться с меню. И когда мы репетируем, сначала сервируем стол на количество гостей и далее ставим посуду, в которой будем подавать наши блюда. Таким образом, мы распределяем зону и какое количество блюд нам необходимо. В нашем случае на новогодний стол мы будем ставить салат на глубокой салатнице, ваза для фруктов, овальное блюдо для мясной нарезки, салат, второй салат для маленький салатник. Основное блюдо мы ставим на венок. Третий вид салата на среднем салатнике. И строганина либо индигирка у нас на овальном блюде. Десерт можно подать оригинально в такой посуде. Не забываем про декор и аксессуары. Канделябр со свечками, елочные композиции, символ года – лошадь, парные желательно. Также символ года в виде колокольчика. Для персонализации наших гостей мы можем им сделать подарки, маленькие сувенирки, такие как елочные игрушки, либо пряничные печеньки. И можем ставить их на тарелку. Сервируем набор соли и перца и ставим в салфетницу. Также вы можете удивить своих гостей, используя посуду в виде символа года. Обратите внимание, символ года – лошадь, и в этой посуде можно подать выпечку, конфеты, кондитерские изделия, также мясные изделия. С наступающим Новым годом! Ну, потрясающе, потрясающе. Мне очень нравятся столы в национальном стиле. Вот что только вот салфетки выложены, да, кольца для салфеток в виде лошадей. То есть это и национальный стиль, и получается и колорит, и символ Нового года. И даже вот блюдо в виде лошади. То есть все можно найти сейчас и украсить свой стол, правда, эксклюзивно. Ну, мне кажется, такая изысканная, уникальная посуда, она делает любое блюдо гораздо вкуснее и приятнее. Ну, а я, в свою очередь, для себя, как для хозяйки дома, да, взяла на заметку из этого сюжета полезный совет про репетицию. Репетицию сервировки стола. То есть лучше это сделать заранее, расставить хотя бы примерно блюдо, да, чтобы понимать, какое количество возможно вообще поставить на свой праздничный стол, а что, возможно, нужно будет подать либо чуть позже, либо поставить, допустим, там на отдельную зону куда-нибудь. Да? Интересная идея, поэтому для тех, кто действительно подходит к этому прям очень тонко, лучше прорепетируйте сервировку вашего стола заранее. Но особенно если ты ждешь, правда, гостей, и для тебя Новый год — это не домашний праздник, а что-то более масштабное, прям как прием, то, конечно, это очень дельный совет. Да. Надо будет заглянуть на репетицию к Даше. Особенно если она с продуктами, с едой сразу происходит. Нет, я с пустыми тарелочками порепетирую. Ну вот. Жалко. Тогда сразу, получается, на Новый год приходить. Можно, да. Без репетиций. Она отрепетирует, а мы придем. Отличный план. Да, вообще. Ну, а теперь перейдем к самому сладкому и, пожалуй, самому долгожданному блоку новогодним десертам. Ведь какой праздник без символичного торта? Ох, как вкусно это уже звучит. Сегодня мы предлагаем вам не просто рецепт, а настоящую классику жанра, проверенную годами и поколениями. Торт, который пахнет детством, теплом домашнего очага и новогодним чудом. Медовый торт, да. Нежный, воздушный, пропитанный сметанным кремом. Его аромат соберет всех родных на кухне еще до полуночи. Давайте же узнаем, как создать эту кулинарную магию вместе с Марией. Дорогие друзья, доброе утро! Всех с наступающим новым 2026 годом! Сегодня мы хотим приготовить главное украшение новогоднего стола. Это торт. Для медового коржа нам потребуется стакан сахара, 3 стакана муки, 2 яйца, 100 грамм сливочного масла. Вот у меня деревенское сливочное масло. Чайная ложка соли и чайная ложка соды. Ну и самый главный ингредиент у нас это мед. Так, 2 яйца.
В отдельной посуде я разбиваю. Так, соль и сахар. Все это мы будем взбивать до однородной массы. Эту взбитую массу мы ставим на слабый огонь. На слабый огонь добавляем масло и добавляем 2 столовые ложки меда. Так. И доводим все это до кипения. Непрерывно надо перемешивать. Ага, вот появляются первые пузырьки, и можно уже снимать с огня. Все тесто мы сняли с огня, довели до кипения, и сюда добавляем соду. Чайную ложку соду. Тесто у нас начинает постепенно подниматься. Так, сюда же добавляем муку. 3 стакана муки, кстати, просеиваем через сито. У меня такая мельница. Тесто получается таким эластичным, упругим, и он не липнет к рукам. Делаем такую колбаску. У нас будут 8 лепешек. Готовить медовый торт — это, конечно, трудоемко, но это того стоит. Отправляем на 1 час в холодильник. Сейчас будем готовить крем для нашего торта. Берем творожный сыр 250 грамм. Столько же берем сливки 33%. Также берем сахарную пудру где-то 80 грамм. Все это надо будет нам взбивать до однородной массы. Крем у нас готов, он получился таким густым, пышным. Раскатываем тесто прямо на пергаментной бумаге. Желательно брать силиконизированную, тесто не будет липнуть. Берем такую крышку, я, например, использую крышку от кастрюли, и делаем, вот у меня получается где-то 23, наверное, 22,5 диаметром теста. Но перед тем, как уйти в духовку, я делаю такие вилочкой проколы, чтобы у меня тесто не вздулось. Вот и все. Наше тесто готово к выпеканию. Вот наши коржи готовы. 8 идеально круглых коржей медовых. Начинаем собирать наш вкусный торт. На дно кладем немного крема, чтобы он держал наши коржи. И начинаем собирать наш торт. Получился шикарный тортик. Можно украсить медовый торт свежими фруктами, клубникой. Но у меня на быструю руку получилось вот такие снежные зефирчики маленькие. Ну что, друзья, наш вкусный медовый торт готов. Еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть у вас в домах будет тепло и вкусно. Как здорово. Ну а вообще вот у вас с каким блюдом ассоциируется Новый год? Вот. Вероника. Ну, сразу говорю. Знаешь, наверное, как неудивительно, у меня ассоциируется даже не с блюдом, а с традицией. В детстве была традиция у нас с мамой. Мы готовили небольшие порции салатов, то есть там не на большую семью, потому что встречали чаще всего вдвоем. И вот каждый год мы искали какой-то в сети, там, у знакомых, в журналах какой-то интересный салат. И каждый год вот новый салат, вот это такое чудо, когда ты ждешь, как он получится в этом году, будет ли он лучше, чем там в прошлом. И вот с этим ассоциируется. Традиция немножко ушла назад, но вот в этом году хотим возобновить и с мамой что-нибудь приготовить. Женя, а у тебя новогодний это интересно, да. На самом деле у меня Новый год, он ассоциируется со стандартными блюдами, которые в каждом доме, на каждом столе. Это мандарины, конечно же. Новый год — это запах мандаринов, это однозначно. Ну и оливье, то есть это, конечно же, не тазик оливье, который обычно фигурирует в анекдотах, но немножечко оливье, да. Классический салат новогодний, мне кажется, очень даже здорово. Ну а вот в моем случае у меня почему-то ассоциация с домашними пельменями, но это больше, вот знаете,
знаете, наверное, про новогодний вайб какой-то, и обязательно там в одной из пельмешек должна была быть монетка. Якобы тогда желание точно сбудется. Вот что-то Счастливый такое. пельмень, так называемый. Счастливый пельмень, да. Попадался он тебе Главное, когда-нибудь? не, чтобы не попал на зуб. Кстати, не помню. Вот честно врать не буду. Ну, не попадался. Не попадалось. Паш, у тебя какое новогоднее блюдо? Ну, если говорить про пельмени с сюрпризом, учитывая, что в основном всегда пельмени я покупные беру, было бы очень плохо для тех, кто произвел пельмени, если бы я нашел пельмени с сюрпризом. А говоря про новогодние блюда, на самом деле тоже все так стандартно, но почему-то сейчас вы так говорили. Я тоже ударился в детство, в школьные годы, и я маму попросил однажды приготовить фруктовый салат. И она приготовила, нарезала с этих фруктов всяких, там яблоки, бананы, что-то, залила йогурт там тоже каким-то фруктовым, и, это было вкусно. Я его ел единственный раз в жизни, я до сих пор о нем помню, каждый раз себе обещаю его еще раз сделать. Ну, хорошая традиция. Прекрасное Мне кажется, в блюдо. этот год надо вот воплощать все свои традиции из детства, и тогда настроение непременно появится, если оно у вас не появилось до сегодняшнего часа. Ну, а в целом, действительно, если, наверное, сейчас спросили бы у подростков, да, какое бы необычное блюдо хотели бы сделать они на Новый год, мне кажется, ответ у многих был бы что-нибудь связанное с фастфудом. Ну, например, торт из бургеров, да, дабы желание сбылось, если бы в одном из бургеров была монетка. А почему бы и нет? И еще фруктов с йогуртом немножко, и какое-нибудь интересное блюдо. И вот все наше, вот и нашу четверку, мы вот наши идеи кулинарные в одну кучу, да, это было сильно. А ведь в целом все связано вокруг вот вообще, самое главное, новогоднего атмосферы, ну и, конечно, желаний. Вот почему-то принято считать, что желания новогодние должны сбываться. Ну, это может быть такое, главное, чтобы правильно их загадать, потому что, оказывается, есть свои, да, какие-то нюансы в части загадывания желаний. Почему одни мечты сбываются, другие остаются на бумаге? И как вот в этом году сделать так, чтобы задуманное стало реальностью? Ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. Загадали желание в прошлый Новый год, а оно не сбылось, значит, неправильно загадали. Загадывать нужно по правилам. Как ни странно, чем реалистичнее желания, тем больше у них шансов исполниться. Поэтому мы все склонны фантазировать. Это все-таки не мечта. Мечта – это более реальная история. И чем конкретнее будет формулировка, тем, соответственно, будет больше шансов на то, чтобы это исполнить, хотя бы потому, что появится такой, знаете, как алгоритм действий, что я должен сделать для того, чтобы это осуществилось. Придется вспомнить грамматику. Никаких отрицательных конструкций. Загадывая желание, никогда не используйте частицу «не». Вместо «не хочу болеть», «хочу быть здоровым». А еще лучше говорить в настоящем времени. Я полон сил, я успешен, я прекрасно выгляжу и счастлив. Очень часто люди приходят и рассказывают про то, как они не хотят, чтобы что-то было. И всегда вопрос очень трудный: а что вы хотите вместо этого, как бы по-другому? И это действительно является такой отправной точкой, когда ты начинаешь что-то делать действительно по-другому. Потому что избавиться от чего-то не значит взамен что-то приобрести. И когда ты формулируешь именно в таком контексте, тогда все действительно становится реально. Понятное дело, что просто лежать и ждать, что само случится, вряд ли это происходит, но тем не менее действительно появляется какой-то план, в котором я могу что-то делать. Если боитесь, что в самый ответственный момент запутаетесь, напишите. Ведь все мы в детстве писали письма Деду Морозу, и желания исполнялись. Вырежьте из бумаги снежинку и напишите на ней желание. А потом отправьте ее в полет с балкона или сожгите. Новогодняя ночь не может обойтись без волшебства. Когда бьют куранты, время замирает. И даже самые отъявленные скептики в этот момент загадывают желание. Вообще мы все склонны к тому, чтобы верить в чудеса. И даже самые-самые скептики все равно бывают какие-то события, которые не могут объяснить, и поэтому это как-то все-таки уходит в какую-то мистическую часть. И поэтому каждый Новый год, это, знаете, это как черта. Просто Новый год – это праздник, это уже культурно обусловленная история. Но вообще у нас у каждого там день рождения или еще какая-то черта, где мы подводим итоги и надеемся на то, что дальше будет лучше, интереснее. Так что не стоит винить звезды или судьбу, если желание не сбылось. Возможно, оно просто ждет от вас более четкой и грамотной формулировки. Воспользуйтесь этими несложными правилами в этом году. Загадайте свое желание не как смутную мечту, а как четкий план для собственного подсознания. И тогда в следующем декабре вам будет что вспомнить с благодарностью. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск.
Ну вот, кстати, в копилку, да, исполнение желаний, то, что мы говорили чуть раньше, когда рассказывали про новогоднюю почту, что пишите письма Деду Морозу, это помогает визуализировать, и так или иначе вы начинаете стремиться к тому, что вы загадываете. Ну а вообще в течение наших эфиров мы также говорили с вами не раз об таком прекрасном моменте, как карта желаний. Это та же визуализация, да, Паша? Это адвент-календари, возможно, в который можно положить какие-то бумажечки. Кстати говоря, адвент-календарь можно сделать не обязательно в декабре, но и в январские праздники, а почему бы и нет. Ну, в общем, мечтайте, самое главное, мечтайте. Ну и воплощайте свои мечты. В крайнем случае на заставку телефона поставьте свою мечту. Все верно. Хороший вариант, хороший, на самом деле. Вообще сейчас, наверное, дети воплощают свои мечты, они снимают рилсы, видео, где возможно все. То есть снял такое видео, где ты уже самый успешный, самый лучший, самый красивый, да, и потом его пересматриваешь. Тоже, по-моему, отличный современный подход. Все верно. Главное, чтобы желание было искренним. А как его визуализировать, это, конечно, личное дело каждого, но в любом случае ваше желание исполнится. Помните об этом. И мы обязательно вам в этом немножко поможем, подарив хорошее настроение. Но пока мы верим в чудо, оно уже происходит в разных уголках нашей республики. Например, в Нерюнгри открылась первая резиденция Деда Мороза. Находится она в парке имени Гаврила Иосифовича Чиряева. Резиденцию посещают и дети, и взрослые, чтобы на мгновение вернуться в настоящее советское детство, где пахло мандаринами, искрилась мишура, а Дед Мороз был один на всех и был самый настоящий. Наша съемочная группа тоже побывала там. Городской парк готов к встрече Нового года. Работает горка, установлены иллюминации. Яркие украшения создают предпраздничное настроение. Парк – любимое место отдыха горожан на свежем воздухе. А теперь нерюнгринцы и гости города, нагулявшись на морозе, могут согреться и посетить волшебное место – советскую резиденцию Деда Мороза. Так, дорогой Дедушка Мороз. Приглашаю в гости тебя и твоих помощников на Новый год. Мне очень хочется попасть на твой волшебный список подарков. И я очень надеюсь получить картину, коньки, платье и большую куклу. Настенька, 7 лет. Организаторы с помощью горожан собрали резиденцию из хрустальных воспоминаний, из аромата елочных иголок и мандаринов, из теплого света бумажных гирлянд, из добрых песен, что звучат с виниловых пластинок. Здесь все дышит тем самым искренним советским волшебством. И гостей ждет он, самый настоящий Дед Мороз. Дети, когда заходят, они заходят как к инопланетянину, да, такой большой телевизор, а это что, а елка живая, уже на нее просто смотрят, на что-то такое интересное, да, потому что раньше в нашем детстве елка живая была не удивление, да, привычным делом, да, так сказать, а здесь вот, пожалуйста, стеклянные игрушки, и, конечно, родители, когда они снимают на них, если понаблюдать, они все с удовольствием смотрят, ой, ну, а у меня вот был такой ковер, а у меня была такая, ой, посмотри, елка живая, удивляются родители и показывают, как сказать, эмоции своим детям, и дети тоже, а дети дети есть дети, они рады, это Дедушка Мороз настоящий. Да, настоящий выходит все время. Я его так люблю. Ну, то есть всегда с эмоциями, и это очень классно наблюдать, сразу чувствуется Новый год. Дети приносят свои письма с пожеланиями, рассказывают стихи и получают сладкие подарки. В теремке городского парка посетить резиденцию можно каждый день с 18 до 20 часов, загадать желание, отдать письмо и сделать памятные снимки там, где живет волшебство из детства. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Вот такие вещи, конечно, позволяют, да, окунуться в магию праздника, в эту магию волшебства. Магия волшебства вроде бы тавтология, но почему бы и нет, все-таки праздничная, да? И хочется, чтобы таких мест, конечно же, было больше. Ну, а еще согревает душу, радует перед праздниками, конечно же, добрые новости со всего света. И у нас как раз есть одна такая. Прямо в сердце Риги на Домской площади прошел волшебный рождественский забег, участниками которого стали сотни Санта-Клаусов. Взрослые, дети и даже домашние питомцы в сказочных костюмах дружно преодолели веселую 2-километровую дистанцию. После финиша всех ждали памятные награды и море хорошего настроения. Это добрая традиция, которая уже много лет объединяет людей. Присоединиться к праздничной пробежке может абсолютно каждый, сделав символический взнос в поддержку благого дела. Идеальный способ, мне кажется, почувствовать вот этот дух праздника, а даже в каком-то смысле стать самому этим духом праздника.
Идея, правда, отличная вообще. По мне так действительно замечательная идея. Почему бы нам в Якутске не организовать такой забег Дедушек Морозов? Но у нас-то фишка будет в том, что это будет происходить в минус 50. Экстремальных условиях. И тогда, возможно, наша новость попадет в утреннюю программу в Риге. Да, в Риге. А почему бы нет? Не, по-моему, отличная идея. И там скажут, ничего себе, а у нас пробежали сотни Деда Морозов, минус 50 в далекой Якутии. Да. И самое главное, что можно, у нас и костюмы Деда Морозов подходящие, то есть не такие короткие, легкие. Ватники, там, валенки красные. Шубы красивые, да, что у Чисхана бегали шуба. когда-нибудь? Ну, наверное, будет тяжеловато. Вы посмотрели в сюжете, ведь там даже снега нет, мне кажется. Это там у них все просто, да, оделись и побежали. А здесь, получается, настоящая шуба. Чисхан еще в короне. Вообще. И в тумане ничего не видно. Вот это вот самое главное. Ну, что, дороги перекроем. Можно просто снять туман и сказать, там бегут Деда Мороз. Никто не проверит. Вот так, на такой волшебной ноте мы перешли к самому трогательному моменту нашей утренней программы. Уже по традиции, специально для наших маленьких и больших зрителей, мы готовим видео поздравления от самого Деда Мороза. Давайте посмотрим. Здравствуйте, мои детишки, мои зайчики-мишки, медвежата-птички. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! А мои птички к вам прилетают на окошечко и смотрят за вами. Убираете ли вы постель? Помогаете ли вы мамам, папам, бабушкам, дедушкам? Я посмотрю, если вы это все помогаете маму, убираете посуду, делаете уроки, то я обязательно вам подарю подарки на Новый год. А кто себя плохо ведет, тот подарок не получит. И также вы, уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки, делайте для людей чудо, для маленьких наших ребят. Сделайте маленькую сказку, ведь в наше время обязательно дети должны верить в чудо. И вы верьте в чудо. С наступающим Новым годом вас всех! Счастливо! Вот таким был наш завершающий утренний эфир этого года. Мы желаем всем прекраснейшего, отличного новогоднего настроения, всего самого наилучшего. И не прощаемся, потому что уже в январе мы вновь на телеканале Якутия скажем вам доброе утро. Да, ну а пока хочется пожелать, чтобы 26-й год начался просто с самого приятного, что может только случиться, чтобы, как и символ года, лошадь, вы были прорывные, бодрые и, самое главное, выносливые, потому что тот, кто может бежать далеко, обычно далеко добегает. И продолжая тему добегания, хочу пожелать всем больше путешествовать, больше наслаждаться новыми странами, новыми городами, новыми впечатлениями и эмоциями. Дарите своим близким эти незабываемые впечатления, больше здоровья, счастья и радости вам. Дорогие друзья, я, как всегда, хочу вам пожелать уюта, тепла, чтобы рядом были родные, близкие люди, чтобы даже если они были где-то далеко, и можно было только позвонить, то вы послали им самые теплые улыбки, пожелания здоровья, счастья, нашему старшему поколению, конечно, долголетия, и создали настоящее чудо для своих малышей, для сестер, братьев, детей, чтобы праздник был в душе каждый день. Наступающим, хорошим праздником, добрым, светлым. Ну и, конечно, обещаем, что скоро будем вместе с вами. Желаем вам снова доброе утро. С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем! Годом, друзья! No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of a party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now the time for us to say